Открой мне первый. Пожалуйста, я там делай, понятно. Скайп, понятно? Понятно, что ты на синий. Да. Екатерина, давайте. Уважаемые гости, мы приглашаем вас занять места в зале для продолжения второго Северного культурного форума и начала круглого стола. Да, чтобы я... Так, слушайте, я программу-то не... что программу, да. Слушайте, самое интересное... Уважаемые коллеги, еще раз добрый день. Уже многих сегодня видели. Хотела бы передать еще раз приветственные слова от Вадима Валерьевича Дуда, генерального директора Российской государственной библиотеки. Собственно, хотела рассказать такую небольшую историю. Вадим Валерьевич был здесь, в библиотеке, чуть более года назад, и во время его визита показывали кабинет финно-угорских стран. И на тот момент наш директор был директором библиотеки иностранной литературы и поделился опытом создания международных культурных центров, которые в библиотеке иностранной литературы существуют давно, и в последние годы было создано несколько культурных центров. Это Центр франкофонии, Центр славянских культур, и сейчас Ибероамериканский центр открывается. И Вадим Валерьевич высказал такую идею: хорошо бы было вот занять такую важную нишу, как финно-угорика, потому что у нас эта часть не охвачена, и это очень-очень важно именно создать то самое место притяжения, где будет эта культура представлена. И к очень такому приятному, не удивлению, но приятно было то, что эта идея была настолько быстро проработана коллегами из Национальной библиотеки Республики Коми, что вот сейчас уже в ближайший год после ремонта, год-два, будет открыт новый центр. Поэтому, собственно, хотелось поприветствовать вас всех, пожелать успехов коллегам. И я думаю, что сегодня тоже из библиотеки иностранной литературы представитель наш расскажет об опыте Центра славянских культур. Надеемся, что это будет для вас интересно, потому что действительно создание таких культурных центров является очень важной составляющей частью в сохранении культуры и языка определенных стран. Спасибо. Спасибо, Анастасия Юрьевна, за приветственные слова. Уважаемые коллеги, мы начинаем международный круглый стол по финно-угорскому сотрудничеству, точки роста финно-угорского сотрудничества. Мы проводим этот круглый стол в двух частях. Сегодня у нас есть 1 час с 15 до 16, и завтра продолжение с 9:30 до 10:30. Мы с вами находимся в достаточно жестком регламенте, поэтому мы предлагаем следующий ход нашего круглого стола. Мы предоставляем слово докладчикам, и вопросы, ваши комментарии, пожелания, идеи, пожалуйста, фиксируйте, и вы можете передавать их нам сюда с Екатериной Дмитриевной. В зависимости от того, как мы будем укладываться по регламенту, мы оставим время сегодня для ответов на вопросы к докладчикам, или же мы перенесем их на завтрашний день. Кроме того, вы получили резолюцию, проект резолюции круглого стола. Если кто-то из вас не получил, пожалуйста, поднимите руки, мы вам принесем. Я бы хотела попросить кого-нибудь из коллег наших. Кто-то может мне помочь? Спасибо большое. Я прошу по ходу круглого стола ознакомиться с проектом резолюции и свои комментарии, пожелания и так далее, и мысли подготовить к завтрашнему дню. Понятно, что мы не можем окончательно, и вряд ли это необходимо, так быстро
завершить работу над резолюцией, то есть я имею в виду завтра. Естественно, что работа будет продолжаться и далее, уже в удаленном режиме, и в зависимости от того, какие будут умонастроения в связи с нашим круглым столом и предложениями, мы будем продолжать работу. Итак, мы начинаем наш круглый стол. Прежде чем будет звучать сейчас одни из успешных опытов, успешных практик работы, мне бы хотелось кратко напомнить. Мы сегодня говорили о том, что, конечно, концепт-дизайн, новый вид библиотеки – это очень важно, но мы также говорим о внутреннем наполнении, о том, как мы можем менять содержание. И я думаю, что наш сегодняшний разговор, он именно о содержании в контексте финно-угорского сотрудничества. Мне бы хотелось вас настроить на такие ключевые вопросы все-таки о содержании, для кого мы создаем содержание в библиотеках именно, для кого наши услуги, для кого наши информационные ресурсы, наши культурно-просветительские события, как мы видим нашу аудиторию, кто она. Мы хотим, чтобы наша аудитория была уже та, которую мы знаем, или мы хотим, чтобы эта аудитория изменилась, чтобы к нам пришли новые пользователи. Какую мы видим аудиторию сегодня, завтра, послезавтра, как мы можем на это влиять, можем ли мы на это влиять или нет, можем ли мы открывать для себя новую аудиторию или ту же самую, которую мы уже хорошо знаем с какой-то новой стороны. Вот этот вот круг вопросов хотелось бы озвучить прям непосредственно в начале круглого стола для того, чтобы мы продолжили наш разговор вот в таком ключе завтра, если получится, то сегодня. И я предоставляю слово Екатерине Дмитриевне Артемюк, координатору проектов Центра славянских культур Российской государственной библиотеки на иностранных языках, Москва. Коллеги, добрый день. Спасибо за предоставленное слово. Хотелось бы слова благодарности сказать коллегам из Национальной библиотеки Республики Коми за теплый прием. Рада приветствовать коллег из других регионов нашей страны. Сегодня меня попросили представить опыт Центра славянских культур. Мы его видим как опыт межнационального сотрудничества. В этом заключается наша миссия, и об этом пойдет моя презентация, речь. Можно ли на экран вывести кадры? Спасибо. Центр славянских культур в 2016 году был создан при Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы как культурный центр, как библиотека, которая объединяет культуру и литературу славянских стран. Сюда входят такие страны, как Беларусь, Болгария, Чехия, Македония, Польша, Хорватия, Черногория, Россия, Сербия, Словакия, Босния и Герцеговина, Словения и Украина. Согласно своей ключевой миссии, Центр создан рассказать о культуре и литературе славянских стран, популяризировать, познакомить читателя с основными достопримечательностями и ценностями славянского мира и, конечно же, общее взаимодействие для дружбы и согласия между нашими народами. Основные ключевые фигуры Центра славянских для Центра и наши покровители. Директор форума славянских культур Андрея Рихтер. Центр славянских культур также является представительством форума славянских культур, штаб-квартира которого находится в Словении. И для России наш центр стал первым таким опытом и представительством. Вот можете прочесть ее слова, что за 2 года своего существования центр стал очагом славянских культур и пространством, где встречаются разные поколения. Именно этот московский центр может послужить примером для всех последующих. Второе представительство форума славянских культур было открыто в 2018 году в Белграде в Национальной библиотеке. Поэтому есть уже 2 таких центра, и как раз Белградский центр по модели был во многом скопирован с нашего Центра славянских культур в Москве,
и до сих пор мы делимся с коллегами методическим опытом. Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, посол по особым поручениям Элеонора Валентиновна Митрофанова также высказывается о Центре продвижения славянских культур, проведение сравнительных исследований, перевод литературы и многое другое, основные задачи форума славянских культур. Агентство открыто для диалога с Центром славянских культур и форумом, всегда готово присоединиться к любым начинаниям. Ну и я хочу сказать, что международные конкурсы, международные проекты между нашими странами агентство поддерживает, и для нас это очень и очень важно. Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Ефимович Швыдкой говорит о том, что историческая глубинная общность славянских народов в плане вечности превалирует над сиюминутными политическими проблемами. Вызовов много, поэтому очень важным стал момент создания Центра славянских культур. Этот центр должен играть свою объединяющую роль. Летом 2019 года у форума славянских культур важная дата – 15 лет. Президент Словении подтвердил патронат над форумом. В этом году, летом, в Москве мы также будем праздновать 15 лет форума славянских культур. Приглашаем всех желающих присоединиться к нашему празднованию. Это будет в первых числах июня. И основные наши партнеры, культурные организации, представители посольства также примут в этих мероприятиях участие. Также наш научный партнер, Институт славяноведения Российской академии наук, директор Института славяноведения, говоря о центре, также высказывается, что это очень важно, что возник такой центр. Мне всегда казалось, что форум славянских культур будет в России, не будет в России активно работать, если не будет у него какой-то базы, которую, собственно, представил здесь Центр славянских культур. Мы готовы работать и поддерживать центр всегда. С Институтом славяноведения в этом году мы провели достаточно серьезную международную конференцию совместно, называется «Славянский вопрос. Новые парадигмы мышления». В работе конференции приняли участие коллеги, ученые из 12 стран мира, 24 регионов Российской Федерации. За 2 дня мы обсуждали как исторические вопросы, вопросы современности. Отдельная секция была посвящена вопросам художественной литературы и перевода. Очень хороший был показатель. А самое главное, что помимо научного сообщества 280 тысяч просмотров были по телеканалу «Культура», то есть смотрели люди, которые, скажем, не являются учеными, а это наши читатели, наши пользователи, людям, которым также интересны вопросы, которые разбирались и ставились на конференции. В этом году мы получили благодарность за помощь ООН в организации дипломатических отношений, за поддержание мира и дружбы между славянскими народами. Теперь немножко статистики. В 2018 году про наших посетителей. Центр посетило более 16 тысяч человек. В 2017 году этот показатель был чуть более 10 тысяч человек. То есть благодаря мероприятиям, увеличению количества мероприятий, ориентации на читателя, количество посещений увеличилось. Всего в центре за 2018 год состоялось 422 культурных мероприятия регионального, всероссийского, международного уровней. В 2017 году таких мероприятий было 317. Как я уже сказала, Центр славянских культур является библиотечным пространством.
Книжный фонд нашего центра содержит более 12 тысяч изданий. В 2018 году 1000 изданий было подарено нашими партнерами, посольствами, и 3000 изданий мы приобрели для выдачи, для абонемента. То есть абонемента до этого года у нас не было. Теперь есть. Наши книги по культуре, литературе, истории на всех славянских языках доступны на дом для читателя. Центр активно сотрудничает со всеми посольствами перечисленных государств. В этом большая заслуга Анастасии Юрьевны, которая здесь выступала. Она возглавляла Международный департамент библиотеки иностранной литературы. Очень теплые отношения с посольствами, с международными центрами, как я уже сказала, и добрые традиции. У нас стал опыт проведения месячников славянских культур. То есть мы проводили месяц культуры Польши, месяц культуры Болгарии, Сербии, Черногории, Белоруссии, Боснии и Герцеговины. В эти дни к нам могут приезжать писатели, поэты, художники, деятели искусства. И во время встреч, мастер-классов, лекций, вот они знакомят уже от своего лица, со своей культурой, влюбляют в свою культуру читателя. Это очень ценно, потому что человеку, который пришел, интересно посмотреть именно на ту культуру вживую. И вот посредством выставок, мастер-классов, как я уже сказала, все это становится возможным. Крупные мероприятия Центра славянских культур, которые уже стали традицией, это фестиваль славянских культур «Славный день», приуроченный к Дню славянской письменности и культуры. Проходит он у нас в конце мая, 24 числа. В 2018 году он был 25 мая. В этом году мы тоже планируем проводить масштабный фестиваль «Славный день» в конце мая, начале июня. Здесь к нам приезжают также большое количество представителей из иностранных славянских государств с лекциями, с презентациями, с концертными, фольклорные коллективы. И библиотека иностранной литературы становится большой площадкой для вот этих мероприятий. То есть все этажи библиотеки отданы под какие-то интересные активности. Большое внимание уделяется на фестивале детям, поэтому во время того, как родители слушают лекцию или знакомятся с произведениями какого-то автора, детки посещают мастер-классы, всевозможные ткацкие мастерские, глиняная игрушка, роспись тарелочек, ну и так далее, очень, очень много всего. Событием, которое мы стараемся не пропускать, и вот второй год своего существования поддерживаем, это Московская международная книжная выставка-ярмарка. В 2017 году у Форума славянских культур и библиотеки иностранной литературы был свой стенд. В режиме нон-стоп за 2 дня прошло более 30 мероприятий, посвященных культурам и литературам славянских стран. Помимо этого всего мы приглашали писателей, которые вошли в проект Форума славянских культур «100 славянских романов». Проект заключается в том, что форум раз в год в одном государстве иностранном выбирает автора и его произведение, которое будет опубликовано в серии. Таким образом, уже вышла серия на всех славянских языках, и которая переводится в том числе и на русский язык. Вот большинство этих авторов побывали за 2 года на Московской международной выставке-ярмарке на нашем стенде. В этом году достаточно успешный опыт проведения в нашем центре стал ярмарка славянских языков и культур. Все организации, которые представляют языковые курсы у нас в городе, могли представить
себя открытыми уроками, мастер-классами. Ну и более 300 человек пришло в этот день для того, чтобы познакомиться и записаться на курсы, либо вот на разговорные клубы. В декабре 2018 года состоялась международная научно-практическая конференция, как я уже говорила, совместно с Институтом славяноведения Российской академии наук. «Славянский вопрос. Новой парадигмы мышления». 24 региона Российской Федерации приняли участие, 12 иностранных государств и более 280 тысяч просмотров за 2 дня вот, наших мероприятий. Также Центр поддерживает партнерские проекты, которые не сам модерирует, но которые предложены партнерами. Вот здесь они перечислены. Это Российско-славянский семинар переводчиков, Белорусский народный праздник, Купалье, музыкальный фестиваль в Сколково, международная книжная ярмарка «Интерлимбер», ну и так далее. Такие мероприятия наших партнеров, в которых они предлагают нам участвовать. Наши разговорные клубы. В 2018 году в Центре славянских культур с успехом прошло 80 языковых занятий, в которых приняли участие 722 человека на украинском, польском, белорусском, сербском, славянском, болгарском и словацких языках. Языки представлены по мере, скажем так, востребовательности. И вот первый язык ну, по мере убывания, скажем так, посетителей в разговорных клубах. Конечно же, наши детские программы, их очень много, но есть программы, которые повторяются из года в год, наполняются и очень полюбились нашим читателям. Это летняя детская студия «Растем вместе с книгой», абсолютно бесплатный дневной лагерь для детей, в который можно привести ребенка, и за 4 часа идут занятия по какой-то отдельной стране. То есть за 7 дней ребенок узнает про все славянские страны, мы здесь с ними и рисуем, и читаем книжки, и знакомимся с азбуками, и сопоставляем звучание языков и каких-то слов. И, конечно же, приглашаем интересных гостей для наших маленьких посетителей. И второй клуб, который у нас постоянно проходит, это детский клуб «Гостиная часового мастера» вместе с форумом детской книги. То есть популяризация славянской литературы для маленьких читателей. Ну, наша представленность в социальных сетях, информационные ресурсы. Здесь видно, что на Фейсбуке больше всего подписчиков, но также мы представлены и ВКонтакте, практически столько же, сколько и в Фейсбуке, и YouTube, Инстаграм. В 2017 году практически в два раза меньше. Все, ну, видно, что как бы подписчиков да, увеличилось в 2 раза. Отзывы наших посетителей. Почти случайно попала на одно из мероприятий центра, была совершенно очарована этим местом, сотрудниками, подписалась на обновление, на расписание событий. Очень нравится многообразие форматов и так далее. Вот здесь вот дальше Игорь пишет, что достаточно долго созерцал деятельность центра дистанционно, как, в общем-то, многие молодые люди очень любят через интернет как бы смотреть мероприятия. Но, тем не менее, мы с гостями все-таки решили прийти и совершили плавное погружение в основу славянского языка. И он пишет, что как приятен межкультурный диалог и так далее. И уже из интернет-пользователя, да, человек превратился в нашего постоянного посетителя словацкого разговорного клуба.
Супер место, рекомендую посещать. Ну и таких отзывов достаточное количество. Наши контакты. Так, я бы хотела подарить Национальной библиотеке Коми серию 100 славянских романов, часть книг серии 100 славянских романов и некоторые произведения славянских авторов, которые, мне кажется, дополнили бы коллекцию вашей иностранной литературы. Также я привезла с собой буклеты Центра славянских культур, все, что было сказано в презентации, и не только. Если кому-то интересно, можно, наверное, раздать. Спасибо. Спасибо, Екатерина Дмитриевна. Именно опыт Центра славянских культур был рекомендован нашей библиотеке как некая основа для будущего Финно-Угорского библиотечно-информационного центра, поскольку есть нечто общее из специфики этих центров. Как вы видите, славянские культуры – это представительство в нескольких стран и много национальностей, и много языков. И если мы говорим о финно-угорском мире, то мы имеем дело практически с такой же ситуацией. Это культурный центр или библиотечно-информационный центр не одной культуры, не одного языка. И мы продолжаем работу круглого стола, и я предоставляю слово Якименко Оксане Аркадьевне, преподавателю кафедры финно-угорской филологии, автору проектов о современной венгерской литературе, Санкт-Петербургский государственный университет. Популяризация венгерской литературы в библиотеках Санкт-Петербурга. Пожалуйста. Спасибо большое. Вы мне напомните только, сколько у меня времени, ладно? Если 7-10 минут. Хорошо. Отлично, спасибо. Но я на самом деле начну с полемики некоторой с предыдущим оратором, с Екатериной Дмитриевной. Сама того не знаю, Екатерина Дмитриевна дала мне отличную возможность перейти к моей истории, потому что среди славянских романов, подаренных библиотеке Республики Коми, случайно затесалась антология венгерской поэзии. Я хорошо все вижу, да. У меня хорошее зрение. Значит, и это позволяет мне начать с такого с проблемного момента, связанного с популяризацией конкретно венгерской литературы. Как мне кажется, он проблемный именно вот между историей славянских культур и финно-угорских культур. Потому что когда я такой немножко, как говорят венгры, в данной ситуации я немножко такое кукушачье яйцо. Есть такое выражение в венгерском. То есть я я не работник библиотеки, да, и не представитель каких-то органов, да, которые решают вопросы, да, каких-то властных. А я человек, который вот пляшет в библиотеке, если нужно что-то, да, рассказывать и как-то выступать и так далее. И у меня очень хороший опыт, у меня лично очень хороший опыт взаимодействия с петербургскими библиотеками. Но вот сейчас я, наконец, дойду до этого такого проблемного момента. Проблемный момент заключается в том, что когда я как литературовед, как специалист по венгерской литературе так или иначе общаюсь с читателями этой венгерской литературы, разными читателями в разных местах, не только, да, даже в библиотеке в Петербурге, или когда я делаю большие проекты, как вот я, скажем, делала проект для Арзамаса про венгерскую литературу, все, что нужно знать о венгерской литературе, то я постоянно, как человек, который готовит, да, какой-то материал или готовит какое-то выступление или какое-то мероприятие, я должна ответить на вопрос, да, кому и как подавать венгерскую литературу, потому что функционально, если мы берем ее в контексте финно-угорских литератур, то функционально, системно, по очень-очень разным причинам, она очень сильно отличается от остальных финно-угорских литератур. Не в смысле лучше-хуже, да, вы понимаете меня, а в том смысле, что она вообще другую функцию выполняет. И это один вопрос, да, то есть как бы она в финно-угорском контексте, она не совсем финно-угорская. Значит, с другой стороны, да, ее можно подавать как европейскую литературу, да, нормальную европейскую литературу, как любую другую, как хотите, там, я не знаю, датскую, польскую, какую угодно. Но она тоже другая.
да, она тоже отличается от всех этих литератур. И даже если мы посмотрим на то, где венгерский язык находится у нас научно и системно, то мы увидим, что, например, в Москве венгерский язык преподается как второй язык со словацким, и я как исследователь приписана к Институту славяноведения Российской академии наук. А в Петербургском университете, например, я работаю на кафедре финно-угорской филологии. То есть я связана не со словаками, ну, условно говоря, не со словаками, сербами да, вот со славянскими странами, которые находятся рядом с Венгрией, территориально, исторически с ней теснейшим образом связаны. И, конечно, системно, литературно, как хотите, да, это плоть от плоти вот этой центральной и восточной Европы. А языково, да, вот я как бы привязана как исследователь, тоже как человек, который занимается этой литературой, к финно-угроведению. И это, конечно, еще раз повторюсь, проблема. Поэтому каждый раз, когда мы что-то придумываем, да, и в общем-то, продуктивным, как я выяснила, как мои коллеги выяснили за эти долгие годы, все-таки становится, ну, некий такой немножко отстраненный принцип подачи этой литературы, потому что ее можно и нужно, конечно, связывать и с финно-угорскими литературами, это важно. Ну, это финно-угорский язык, да. Один из, ну, самый большой финно-угорский язык по количеству носителей. С одной стороны. С другой стороны, читатель, который приходит, да, в библиотеку или который интересуется какими-то мероприятиями, заинтересовать его мы можем качеством, да, литературы, не ее функциональностью. И даже, как это может быть не грустно нам, и мне как финно-угроведу может быть грустно это слышать, и самой даже это произносить, и даже не столько как инструменту сохранения языка, а как некому медиуму передачи смыслов. Ну вот, ну теперь я расскажу вам про приятное, про хорошее, да, что мы пытаемся делать с этой литературой в Петербурге. И сразу могу сказать, что я с радостью как бы делаю все про венгерскую литературу в разных форматах, и если кому-то из вас потом будет интересно, и вы захотите на эту тему пообщаться, ура, с радостью, пожалуйста, в любых видах и форматах, как я уже сказала. Но самый такой активный и большой проект, который помогает нам продвигать, как мне кажется, венгерскую литературу, это проект, это та венгерская часть большого проекта, который проводит библиотека имени Маяковского в Петербурге, который называется «Читающий Петербург». Я не знаю, наверное, кто-то из вас знаком с этим проектом. Если нет, то я в двух словах скажу. Да, это ежегодно различные страны, представительства различных стран или кабинеты этих стран там, в каких-то учебных заведениях или культурные институты, даже не всегда обязательно присутствующие в Петербурге, неважно, просто представители этих культурных институтов, предлагают библиотеке 2 произведения, каждая страна предлагает 2 произведения. Одно из этих произведений уже переведено и существует на русском языке, популярное какое-то, да, значимое для этой страны. А второе произведение не переведенное, поскольку у нас есть библиотека, в библиотеке Маяковского есть отдел литературы на иностранных языках, где представлено огромное количество самых разных языков. И в Петербурге, как вы понимаете, много читателей, читающих на самых неожиданных языках, да, не только на привычных для какого-то региона, но и на самых экзотических. И вот эти 2 книги предлагаются для читателей с тем, чтобы читатели проголосовали за них. Прочитав их, да, как-то познакомившись с ними, понятно, что то есть здесь есть такой здоровый момент конкуренции, каждая страна старается сделать так, чтобы ее писателя выбрали, да, ее писатель получил первый приз. Ну, потому что это, во-первых, престижно, приятно, ну и какой-то, да, есть повод лишний раз поговорить об этой стране, да, о какой-то культурной традиции этой страны. И поэтому, значит, каждый год разные страны, они стараются показать своих писателей, если есть возможность привести их. Если нет возможности привести, это может быть какая-то встреча по скайпу, например, или какой-то показывается фильм по произведению этого писателя и так далее, и так далее, и так далее. В общем, всеми возможными способами вот проходит это все в библиотеке Маяковского. Конечно, многим из вас знакомы, безусловно. Ну вот, и вот в прошлом году, ура, наконец-то нам удалось довольно такими усилиями
продвижение, и мы всячески выступали везде с коллегой. Победителем прошлого года стал как раз венгерский автор Пал Завада, роман которого как раз был переведен на русский язык. Но в рамках вот этого проекта действительно проходят самые разные мероприятия. Самой популярной частью проекта начинается каждый раз в марте. Я только что 6 марта он был запущен. Самой популярной частью является летнее чтение. На летнее чтение библиотека договаривается с молодыми, как правило, молодыми актерами петербургских театров, каждый из которых читает фрагмент писателя, который уже переведен, как правило, переведенный роман или рассказ или что-то. Они собирают огромное количество людей. Чтения эти проходят на разных площадках, не обязательно в библиотеке. То есть базой, естественно, является библиотека, такой главной отправной точкой. Но поскольку у нас несколько лет назад начался масштабный ремонт в библиотеке Маяковского, то библиотека была вынуждена искать новые площадки. И очень удачно происходили эти чтения. Некоторые просто в парке, например, в каком-то сквере, на открытом воздухе, в книжных магазинах, в кафе, в культурном центре в Финляндии. Я в прошлом году была на чтениях. То есть на самых разных площадках. Туда приходит очень много людей, потому что актеры читают, как мы знаем, лучше, чем иногда это делают авторы, или переводчики. И у этого проекта есть такое отдельное измерение, это театральное, которое, конечно, очень-очень его оживляет. И в этом смысле, мне кажется, это очень хороший опыт, который можно в разных видах перенять. И это хорошее соединение, такой библиотечной, кажущейся скучноватой, истории, может быть, посетителю, с какой-то такой живой и, может быть, более зрелищной. Значит, поскольку я уже сказала, что довольно часто мы проводим по скайпу. Например, есть замечательный венгерский писатель Йожеф Лендил, там не надо читать то, что... в смысле, не нужно читать то, что написано, это просто анонс мероприятия. Его дочь жива-здорова, он умер уже какое-то время назад, а дочь его жива-здорова живет в Будапеште. Она очень пожилая женщина, поэтому приглашать ее, например, мы не можем. Просто физически ей тяжело приехать. Поэтому она регулярно, у нас уже было несколько мероприятий с ней, мы показывали фильм по рассказу ее отца, снятый, она представляла книгу, она все это делала по скайпу. И очень хорошо, и на самом деле было довольно много народу, и это не сколько, например, вы видите, это мы смотрели фильм, и те, что до конца остался, мы просто сфотографировались, мы, например, сидим, смотрим кино, и с ней общаемся по скайпу параллельно, она как-то откомментировала этот фильм. Конечно, помогают очень ярмарки. Коллега уже рассказал, что в ярмарках мы активно участвуем. Венгрия в позапрошлом, получается, календарном году была официальным гостем ярмарки Non-Fiction, и удалось привести довольно много и переводчиков, и издателей, и венгерских авторов и переводчиков. Но что я хочу подчеркнуть, что помимо какого-то разговора о литературе, больше всего народу собрало, вы видите слева, получается, нет, от вас справа фотография. Эта фотография, значит, это мероприятие в рамках Non-Fiction, связанное с венгерской литературой, которое собрало больше всего народу. Это был разговор о гастрономии в венгерской литературе. То есть, мне не кажется, что есть, мне не кажется, что надо делить на высокие и низкие жанры, если нам надо привлечь как-то публику, мы можем ее привлечь чем угодно. И это оказался прям очень действенный какой-то инструмент, хотя говорили бы там довольно серьезных вещах, и не только о гастрономии, но зато пригласили повара венгерского, который какие-то вещи, которые мы о литературе рассказывали, комментировал как повар и объяснял, как это происходит. И такое самое, может быть, масштабное мероприятие, которое мы провели про венгерскую литературу, это в прошлом году, в сентябре, большой фестиваль венгерской литературы, который включил, конечно, самостоятельно мы бы не смогли его сделать, только там на энтузиазме или энтузиазме библиотеки. Нам помог Венгерский культурный центр, но, значит, в этом фестивале, что было важно, он был очень разный. То есть было очень много разных мероприятий. Студенты театральной академии поставили фрагмент венгерского спектакля
по собственной инициативе, кстати. Вот. Были приглашены издатели и авторы, была сделана презентация проекта прочтения о современной литературе Венгрии. То есть мы все это объединили, да, это был такой ударный день. Вот целый день с утра до вечера люди переходили с нами, кстати, даже с площадки на площадку, потому что это происходило на разных площадках. И публики было довольно много, надо сказать. Вот. Ну, на этом я, наверное, закончу. Просто если какие-то вопросы у вас будут, можете мне их задать потом. И в любом случае, вот знаете, что вот можно, если что-то надо про венгерскую литературу, то, пожалуйста, обращайтесь. Но еще раз хочу подчеркнуть непростую, да, историю с финно-угорскими литературами, потому что они очень разные, и они, подчеркну, функционально разные. То есть у них как бы разные смыслы за ними стоят, как за литературами. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что... Ой, я, конечно, отдам все. Да. Все отдам. Очень ценно именно выступление человека, которых вот мы приглашаем говорить здесь, выступать на мероприятиях библиотеки. Мне кажется, что это вот где-то впервые у нас такое происходит, когда такая персона является докладчиком на нашем форуме или библиотечном конвенте. И мы продолжаем. И как я думаю, что вы уже заметили, что речь идет о совершенно каких-то разных практиках, подходах и форматах, и мы продолжаем дальше. Хочу напомнить, что отсутствие возможности задать вопрос вживую не означает, что у вас нет возможности вообще задать этот вопрос или написать некие комментарии. Пожалуйста, мы их ждем и все здесь примем, и без внимания это не останется. И мы сейчас подключаемся. Я думаю, что можно уже начать подключение по скайпу. Коллеги, я пока объявлю следующего докладчика. Кристина Бетге, Государственная Нижнесаксонская библиотека Университета Геттинген, Германия, специалист по комплектованию фонда литературной по финно-угорскому направлению, германистики и культурной антропологии. И тема ее звучит следующим образом. Специализированный информационный сервис финно-угорских, уральских языков, литератур и культур. И я хочу добавить от себя, что Кристина является партнером, вообще библиотека, Государственная Нижнесаксонская государственная библиотека университета Геттинген является партнером Национальной библиотеки Республики Коми с 2003 года. И начинали мы с международного книгообмена, далее продолжили обменом уже информационными ресурсами. Мне очень приятно, что вот в новом проекте библиотеки уже присутствуют ссылки на Национальную электронную библиотеку Республики Коми, на электронные коллекции Зыряника, Финно-Угрика, на наш литературный проект «Сказка на ночь в каждом доме», где записаны коми-сказки и авторские сказки. Поэтому это вот хороший задел опыта, который уже имеет наша библиотека. Я знаю, что библиотека Удмуртии. Я думаю, что эту тему стоит продвигать, но Кристина сама об этом скажет. Can I start? Yes, please. Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen, good afternoon to everyone. My name is Christina Bethke. I am the subject specialist for Finno-Ugric languages and literatures at Göttingen State and University Library. The German name is Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, abbreviated as SUB Göttingen. I will use this acronym in my presentation. Меня зовут Кристина Бетке, я представляю Нижнесаксонский библиотеку государственную и университетскую, и я буду пользоваться в своем докладе аббревиатурой SUB Göttingen. Before I start, Sorry. Я являюсь специалистом по отраслевой литературе финно-угорских языков, уральских языков, литературы и культур. Before I start, let me please express my gratitude to Komi National Library for the invitation to this International Library Convention. It is a great honor for me to be a part of it and speak to you via Skype. The Komi National Library and the SUB Göttingen have been having a long-standing and valuable cooperation since 2003, which we want to continue and intensify in the future.
Позвольте мне выразить благодарность Национальной библиотеке Республики Коми за предложение участвовать в конвенте. И для меня большая честь сегодня выступать перед вами даже по скайпу. Национальная библиотека Республики Коми и САБ Göttingen являются партнерами с 2003 года, и мы бы хотели и в будущем более интенсивно сотрудничать и продолжать сотрудничество по всем направлениям. Collecting literature on Finno-Ugric studies in Germany is closely linked with the University of Göttingen and its library since their foundation in 1734. Today, the SUB Göttingen has the largest collection in the field of Finno-Ugric literature in Germany. The holdings amount to approximately 150,000 bibliographic items. Also against this background, the project Specialized Information Service for Finno-Ugric Oralic Languages, Literatures and Cultures is being set up. Создание коллекции литературы по финно-угорским исследованиям в Германии очень тесно связано с университетом Геттингена и его библиотекой с самого основания с 1734 года. И на сегодняшний день САБ Göttingen является носителем самой огромной коллекции в области финно-угорских языков, финно-угорской литературы в Германии. И наши фонды составляют приблизительно 150 тысяч библиографических записей. Кроме того, мы запускаем новый проект. Это специализированная информационная служба по финно-угорским, уральским языкам, литературам и культурам. Now I would like to present the current status of our project, which we have been establishing since 2017. The German name is Fachinformationsdienst Finnisch-Ugrische Uralische Sprachen, Literaturen und Kulturen, short form FID FinUG. Please let me use this abbreviation hereinafter. Я бы хотела представить текущий статус нашего проекта, который стартовал в 2017 году. Немецкое название этого проекта звучит очень длинно. Я буду пользоваться аббревиатурой FID FinUG. The FID FinUG is part of the nationwide funding program, the Specialized Information Services of the German Research Foundation, in German DFG. Its main goal is, and I quote, "The Specialized Information Services program enables German-based researchers of all disciplines to access specialized literature and research-specific information quickly and directly, irrespective of work location. As a nationwide system, the DFG-funded specialized information services complement the information infrastructures of the universities and research institutions by offering supra-regional services for peak demand." Unquote. FID FinUG – это часть общенационального проекта финансирования, программа по созданию специализированных информационных служб немецкого исследовательского фонда. И основная ее цель, и я процитирую, специализированные информационные службы обеспечат всем исследователям на базе Германии доступ к специализированной литературе по всем дисциплинам, а также исследовательской информации быстро, напрямую, независимо от местоположения. Это также общенациональная система, финансируемая немецким исследовательским фондом, которая дополнит информационные инфраструктуры не только университетов и исследовательских институтов, но и библиотек, предлагая межрегиональные службы для пиковых потребностей, для периодов пиковой потребности. Currently, there exist 39 specialized information services in Germany from all areas of science, such as social sciences, natural sciences, and humanities. For example, art, music, history, politics, ethnology, German studies, Slavic studies, Low Country studies, Northern Europe, Russian East and Southeast studies, and some more.
На сегодняшний день существует уже 39 специализированных информационных служб в Германии, и они покрывают всевозможные области знаний от социальных наук, естественных наук до гуманитарных наук, включая искусство, музыка, история, политика, этнология, германистика, славистика, страны Бенилюкса, Северная Европа, Россия, Восточная и Юго-Восточная Европа и так далее. The SUB Göttingen takes care of 5 specialized information services. These are Anglo-American culture, Central Asia, geology, mathematics, and Finno-Ugric Uralic languages, literatures and cultures. Библиотека Геттингена курирует непосредственно 5 специализированных информационных служб, которые включают англоамериканскую культуру, Центральную Азию, геологию, математические науки, финно-угорские и уральские языки, литературы и культуры. All these specialized information services are maintained by German academic libraries or institutions with financial support of the German Research Foundation. И все эти информационные службы работают непосредственно под немецкими академическими библиотеками, управляются научными учреждениями при финансовой поддержке немецкого исследовательского фонда. So the FED FinUG is a service of the SUB Göttingen. It offers a central access to academically relevant literature and information for German-based research in the subjects Finno-Ugristics, Uralistics, Finnish studies and Hungarian studies. Таким образом, FID FinUG – это служба, принадлежащая университетской библиотеке Геттингена, которая предлагает централизованный доступ к академически важной информации и литературе для исследователей в Германии по таким отраслям знания, как финно-угорская литература, венгерские исследования и финские языки и лингвистика. In Germany, these subjects belong to the so-called small disciplines, represented at a few universities. Finno-Ugristics, Uralistics at the universities of Göttingen, Hamburg and Munich, Finnish studies at the universities of Colonia and Greifswald, and Hungarian studies at the universities of Berlin and Regensburg. В Германии эти дисциплины принадлежат так называемым малым дисциплинам, и они представлены всего лишь в ряде университетов. Финно-угроведение и уралистика в университетах Геттингена, Гамбурга и Мюнхена, финские исследования в университетах Колонии и Грайфсвальда и венгерские исследования университета Берлина и Регенсберга. From the perspective of the German academic community, research in these subjects is very important in connection with language documentation and preservation, both at the national and international level. Beyond that, dealing with these languages is of strong interest to other disciplines as well, such as general linguistics or Altaic studies. С точки зрения немецкого академического сообщества, исследования по этим дисциплинам очень важны в связи с документацией, то есть фиксированием, документальным фиксированием языков и сохранением этих языков как на национальном уровне, так и на международном уровне. Кроме того, эти языки представляют большой интерес для взаимосвязанных с ними дисциплин, таких как общеязыкознание и алтайские исследования. The Finno-Ugric Uralic languages form Europe's second largest language family, spoken by about 3% native speakers. In contrast, the number of speakers of Europe's largest language family, the Indo-European, amounts to 97%. Финно-угорская или уральская группа языков составляет вторую по величине группу языков, на которой говорят 3% носителей, для которых этот язык родной. По контрасту, количество носителей самой большой языковой группы в Европе, а это индоевропейские языки, составляет 97%. In this context, it is important to mention that the United Nations proclaimed 2019 as the International Year of Indigenous Languages,
based on a recommendation by the Permanent Forum on Indigenous Issues. According to the forum, 40% of the estimated 6,700 languages spoken around the world are in danger of disappearing. I quote, "The fact that most of these are indigenous languages puts the cultures and knowledge systems to which they belong at risk." Unquote. В этом контексте очень важно отметить, что Организация Объединенных Наций в 2019 году провозгласила этот год Международным годом коренных языков, языков коренных малочисленных народов на основе рекомендаций постоянного форума по вопросам коренных народов. Согласно форуму, 40% из всех оцененных языков, из общего количества 6700 языков, 40% находятся под угрозой вымирания, под угрозой исчезновения. И я процитирую: тот факт, что большинство из этих языков являются языками малочисленных народов, ставит под угрозу их культуру, их систему знаний. Now I would like to introduce the offers of the FED FINUG in detail. The acquisition and licensing of highly specialized printed and digital media in original Finno-Ugric Uralic languages are among its main goals. We purchase printed literature from Russia and northern Fennoscandia, from Estonia, Finland, Hungary, and its neighboring states. These materials would otherwise not be available in Germany. Чем занимается наша служба? Мы приобретаем и лицензируем высокоспециализированную, вернее, узкоспециализированную литературу как в печатном, так и в цифровом формате. И эта литература приобретается из России, Северной Финноскандии, то есть скандинавский, Кольский полуостров, Финляндия, Карелия, Эстония, Финляндия, Венгрия и соседние государства. I think we have a comment from Tatiana. Let me hear what she says. Может ли Кристина сказать какую-то основную мысль, да, и завершить свой доклад? Because we are short of time, could we go to some main thesis and then close? Because, yeah, we have an impression, you gave an impression of your services, so just the key point. Can I continue or I don't understand now? Yeah, because we are short of time, just key points. Okay. Concerning electronic materials, we did license 6 products in original languages as well, from Russia, Finland, and Hungary. These are 1 ebook package and 2 e-journals from Russia, e-dictionaries from Finland, 2 full-text databases, 1 from Finland and 1 from Hungary. В нашем распоряжении находится 6 лицензионных продуктов на исходных языках, на вот тех самых финно-угорских языках. Это продукты из России, Финляндии и Венгрии. 1 пакет электронных книг, 2 электронных журнала из России, электронные словари из Финляндии и 2 полнотекстовые базы данных из Финляндии и Венгрии. Beyond that, the FED provides access to relevant information as well, such as free internet resources, e-journals, open access materials, pertinent national libraries, institutions, repositories, and some more. For more detailed information, please have a look at the FED website. Кроме того, мы представляем интернет-доступ к электронным журналам, ко всем материалам в открытом публичном доступе, к национальным библиотекам, учреждениям, хранилищам и так далее. Для более детальной информации, пожалуйста, я предоставлю ссылки. The first project duration of the FED FINUG runs from 2017 to 2019. Some tasks are to be done this year, such as the English language website, for example. We are currently working on the application for a second funding phase from 2020 to 2022. Hopefully, we will be successful. Мы находимся в завершающей стадии, первой стадии проекта с 2017 по 2019 год, и финансирование заканчивается. Сейчас мы разрабатываем английскую версию нашего сайта и готовим заявку на последующее финансирование на 2020-2022 год и надеемся выиграть.
Finally, I would like to highlight another important point, namely the cooperation. We have a close cooperation with the academic community in Germany. In November 2018, we organized an FED meeting with participation of representatives of the academic community. The aims were both to look back and to look ahead into the future. We also network with the international academic community and academic libraries. Мы сотрудничаем не только с немецким научным сообществом, но и по всему миру. В ноябре 2018 года мы организовали встречу, на которой представители академического сообщества высказались по поводу в ретроспективе и в перспективе о будущем нашей специализированной информационной службы. Again and again, we realize that international networking and cooperation is of particular importance to libraries collecting literature on Finno-Ugric Uralic studies, as well as to students and researchers in these subjects. They need a close international collaboration in order to create and optimize the conditions for research projects, including their publication. Еще раз хочу подчеркнуть, что международное сетевое сотрудничество очень важно для библиотек, занимающихся финно-угорскими и уральскими исследованиями, а также для студентов и научного сообщества. Поэтому вот такое международное сотрудничество должно не только создать, но и оптимизировать все условия для текущих национальных и международных исследовательских проектов, включая публикацию их исследований. Against this background, the German academic community acknowledges the high importance of establishing an all-Russian Finno-Ugric Library Information Center, FULIC, at the Komi National Library. It would enrich and benefit the academic research in Finno-Ugric Uralic studies worldwide. Thank you for your attention. На этом фоне немецкое академическое сообщество подтверждает высокую важность создания единого всероссийского финно-угорского библиотечного информационного центра на базе Коми национальной библиотеки. Это бы обогатило и придало ускорение академическим исследованиям в финно-угроведении. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, по сути, мы должны закончить работу нашего круглого стола. Если вы позволите взять 10 минут от кофе паузы, то мы заслушаем еще один доклад и один переносим на завтра. Что вы скажете? Тогда мы приглашаем Ирму Рейнин, нашего партнера и друга, позволю себе это сказать, заведующий отделом библиотечных услуг Национальной библиотеки Финляндии. Доступ к ресурсам, основа финно-угорской библиотеки и культурного центра. Я думаю, что это вот прям ключевые слова для нашего круглого стола. Yes, Irma, do you know how to operate this device? Try. Okay, yeah. Hey, dear ladies and gentlemen, dear colleagues, thank you for inviting me to this convention. I'm very pleased to be in Syktyvkar. It's second time I am here. Уважаемые дамы и господа, благодарю за приглашение. Я уже второй раз в Сыктывкаре, и я рада участвовать в библиотечном конвенте. My theme is access to resources as the basis for Finno-Ugric Library and Cultural Center. Моя тема – доступ к ресурсам как основа финно-угорских библиотек и культурного центра. And I have found three very different kind of point of views to this theme. И я обнаружила, что существует три точки зрения на эту тему. Here you see pictures of two very different kind of libraries. The old one with columns is the National Library of Finland, where I'm working. Very beautiful, very old building and old library. Вы видите здесь фотографии двух библиотек. Одна из них слева с колоннами, это старая библиотека, Национальная библиотека Финляндии, где я работаю. And the second one is the brand new library in the city of Helsinki. It's called Oodi, and I have some more pictures about of it.
А вторая здесь совершенно новая, только что открывшаяся публичная библиотека в Хельсинки, городская библиотека под названием Ouди. What I mean by 3 points of view to access. The first point of view is the virtual access or access by internet, searching, finding, locating and using material online. Что я имею в виду, когда я говорю, что существует два подхода к решению вопроса доступа к ресурсам? В первую очередь это интернет, доступ через интернет, поиск информации, обнаружение этой информации, использование материалов – это поисковые порталы. The second one is access to the premises of library, because collections are kept there and are usable there, but also premises as a working place where they study and meet people. Второе – это доступ непосредственно к помещениям библиотеки. Это может быть концепция самообслуживания, это допуск к хранилищам для чтения, самостоятельного образования, для работы в библиотеке. And the third point of view is about literacy, ability and desire to read. And I have some new methods to tell about. И третье – это доступ непосредственно через способность и желание читать, то есть это элементарная грамотность. Okay, to the first theme, it's more technical, but what I want to stress here is that what we in Finland wanted to do is to give extended access to materials, not only this material which is owned by a certain library, but also other materials owned by other institutions, other libraries, or which are published and licensed by the library. И первое – это довольно такой технический вопрос, доступ через интернет, но самое главное, чем занимается сейчас Национальная библиотека Финляндии, это предоставление доступа не только к материалам в наших хранилищах, к нашим коллекциям, но ко всем документам, материалам, наименованиям, которые хранятся и в других учреждениях и организациях. And we have built a search portal or a user interface called finna.fi. Мы создали поисковый портал или пользовательский интерфейс под названием finna.fi. It combines materials from 66 libraries, 56 museums and 11 archives to one search interface. И на одном поисковом интерфейсе сконцентрированы ресурсы 66 библиотек, 56 музеев, 11 архивов, и все это с одной точкой доступа. Through this portal, also nearly 2 million digital or digitized objects are available. Кроме того, на этом портале доступны около 2 миллионов цифровых или оцифрованных наименований. By the same platform, we have made our own search portal, Kansalliskirjasto Finna.fi, and the museums have their own Museot Finna.fi. Две других ссылки, которые указаны здесь, это еще одна платформа коллекции Национальной библиотеки и коллекции музеев, всех финских музеев. Here you see the interface of Finna.fi, the national view. So you see it looks like very simple. There is only one search box, and of course you can use the advanced search if you don't find by this very simple search. Вы видите, что интерфейс не чрезвычайно простой. Мы видим только одну поисковую строку, но если мы начинаем поиск, то предлагается и расширенный вариант поиска. Then a few words about how we did this, what kind of process it was. We're harvesting metadata, so it's very important to understand that we didn't include all this digitized full text material to this portal. It's only the descriptive metadata of collections and digital objects.
Мы используем метаданные, описательные метаданные. Мы не загружаем сами вот эти вот все объекты оцифрованные. Таким образом, все это очень гармонизировано в одном каталоге. And you can understand that descriptive metadata from libraries, archives, and museums are very, very different. We have different standards, different kind of structure for metadata. And before we could include it to the search portal, we have to harmonize and normalize it and to build an index of all this material. Поскольку описательные метаданные разных учреждений, библиотек, коллекций все очень разные, они имеют разную структуру, самая главная наша задача – это гармонизировать и нормализировать все это, чтобы создать единый сводный каталог. We can also include some external indexes, for example, for licensed material. We are buying these indexes from the providers of licensed material. Что касается лицензионных материалов, мы покупаем внешние, также сводные каталоги, внешние, для того, чтобы интегрировать в наш портал. This picture shows you the different origins of metadata and how it's all put to one search index. Источники метаданных здесь указаны. Это архивная система, музейные коллекции и библиотечная система. I said that there is also almost 2 million digitized objects available, reachable via this portal. This is done by linking, so we don't have the objects in the portal, but we have access to these objects. And for that, what is very much needed is permanent identifiers. Identifiers which don't change when the location of the digital object is changed. И для того, чтобы наш портал функционировал, нам необходимо прописать все ссылки на прямые цифровые публикации и оцифрованные материалы. Они должны быть постоянными идентификаторами, никогда не меняться, для того, чтобы мы не хранили их в своей системе, а имели постоянные ссылки. Search portals are free for everyone, but there is also a registration system available because users can renew their loans, reserve material, and access to licensed material via this portal. User identification is made by the library card number or the special FINA user account, or by user IDs which the universities and polytechnics provide for their students and staff. Портал абсолютно бесплатный, в открытом доступе, но тем не менее можно зарегистрироваться, используя свой читательский билет или используя идентификационный номер, который предоставляют университеты и вузы. We have used the open source software WooFind on the to make this platform. Для этой платформы мы использовали такой продукт, программу WooFind, который находится в открытом, предоставляет открытый доступ. Okay, then to the second idea or point of view, and it's extended opening hours by self-service library. Второе, как мы предоставляем доступ к ресурсам в помещениях библиотеки. Это через расширение часов работы при помощи самообслуживания. Because in Nordic, especially in Nordic countries, this is quite a popular way to give readers access to library premises when there is no staff working. В скандинавских странах очень популярно среди наших читателей, пользователей иметь доступ к библиотеке, когда работников там нет, персонал уже не работает. So you can keep your library open in the evening or on Sundays, for example, and the access is provided by library card and PIN code. You need a special device
on the door to control this access, and also cameras inside the library. Таким образом, библиотека может быть открыта по вечерам и по выходным, и при помощи пин-кода и своей читательской карточки, а также устройства, которое крепится на двери, читатель может пройти и сам себя обслужить, и при этом есть, конечно, и камеры безопасного досмотра. And the benefits of this self-service library is that users can borrow and return loans. They can read journals, newspapers, use computers and Wi-Fi, access licensed materials by their own. И по этой системе самообслуживания можно не только брать книги с абонемента, возвращать их, но и пользоваться всеми ресурсами, то есть читать журналы, периодику, пользоваться цифрованными ресурсами и так далее. Denmark started with this kind of library services, and now in Finland we have 30 branch libraries in 5 big cities who are using this. Дания была первой страной в Скандинавии, которая запустила услугу самообслуживания, и теперь в Финляндии уже 30 библиотек в 5 городах работает, а также в некоторых вузах работает по системе самообслуживания в более долгий рабочий день. And then to the third point of view, it's reading and how, because libraries have recognized that literacy and reading is one of our strategic mission, something we must care about, and how to help children to learn to read. Of course, this is task for school teachers and for parents, but also libraries can be in use and in help of that. Библиотека понимает, что стратегическая задача – это способствовать продвижению чтения, грамотности среди детей. И мы поставили задачу, каким образом помочь детям легко научиться читать и не бояться этого. And it's known by researchers that the presence of a dog or some other animal can help children who have difficulties in concentrating to reading. When the dog is there near, sitting near and listening when a child reads aloud, it helps to concentrate what you are doing. По данным научных исследований, присутствие собаки или какого-либо другого животного создает такую безопасную атмосферу, когда дети, испытывающие сложности в чтении, чувствуют себя расслабленно, их никто не поправляет, никто не осудит, они не боятся делать ошибки, и таким образом собака присутствует при громком чтении. And several libraries, public libraries, have this kind of special places or special rooms and special hours when there is a reading dog service available for children. И в нескольких библиотеках уже организованы такие специальные комнаты, пространства, и в определенные часы можно прийти, оставить ребенка, который с этой читающей собакой проведет время в безопасности. We are cooperating with Finnish Kennel Club, who organize this trained dogs for us. И мы сотрудничаем с национальным клубом кинологов, с клубом собаководов, которые обеспечивают нам вот этих натренированных псов. Ирма, Here were my ideas, or let's say ideas from the Finnish libraries, experiences from the Finnish libraries, which I think could be useful for you when you are renewing and modernizing your libraries. Я надеюсь, опыт финских библиотек будет интересен для вас в процессе модернизации, инноваций в ваших библиотеках. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы завершаем сегодня первую часть круглого стола и встречаемся завтра здесь в 9:30. Приглашаем вас к участию в обсуждении резолюции и заслушиванию еще одного доклада. Сохраним интригу о будущем Финно-Угорском библиотечно-информационном центре. Спасибо, хорошего дня. Спасибо.
Александр, вы не объявление не сделали, чай. Коллеги,